Добрый день, уважаемые участники! Мы рады вас приветствовать на третьем международном методическом семинаре «Эффективный учитель для эффективной школы». Целью данного семинара является трансляция эффективных инновационных практик, а также обмен опытом по вопросам профессионального развития педагогов. Наша информационная сессия посвящена вопросам профилактики негативных социально-психологических явлений в современном образовании, таких как буллинг, аддиктивное поведение и другие, и употребление психоактивных веществ. Позвольте представить сегодняшнего нашего спикера. Это Коваленко Елена Васильевна, педагог-психолог Государственного бюджетного учреждения Республики Коми, региональный центр развития социальных технологий, который также является специалистом Республиканского консультационного центра. Модератором данной сессии являюсь я, Твердова Марина Владимировна, главный специалист Центра сопровождения специального и инклюзивного образования Коми Республиканского института развития образования. В процессе работы информационной сессии у участников будет возможность задавать свои вопросы в чате, на которые спикер ответит по завершению своего выступления. Также хочу обратить ваше внимание, что на портале «Открытое образование Республики Коми» размещены материалы по профилактике буллинга для родителей, для подростков, а также для педагогического сообщества. Все представленные ссылки указаны на слайде. Так, мы начинаем нашу информационную сессию. Елена Васильевна, вам слово. Добрый день, меня уже представили. Хочу напомнить вам о таком моменте, что наши с вами дети, основную часть времени, конечно же, находятся в рамках учебных учреждений, и большую часть времени, это около 60-70% времени, именно педагоги видят наших детей, да, не столько родители, сколько профессионалы-педагоги. И поэтому, конечно же, какая-то часть ответственности за то, что происходит с детьми, за их становление, развитие, ложится на плечи нас, сопровождающих взрослых учебных учреждений. И педагогам приходится сталкиваться не только с явлениями одаренности, спортивной, учебной одаренности, да, но также сталкиваться с различными явлениями субкультуры детей и подростков, которые иногда носят не только позитивный, но и негативный момент. И одно из таких явлений – это явление буллинг. Термин относительно новый, а явление, в принципе, достаточно древнее, обозначающее детскую жестокость. Да, мы в данном случае будем говорить именно о непростом агрессивном поведении детей, когда наши дети просто как нормальные явления, да, тренируются в своей силе, проверяют границы других детей, проверяют границы взрослых, а именно уже проявление той степени жестокости, когда затрагиваются физические, психические границы другого человека, как ребенка, так и взрослого. Актуальность проблемы буллинга раскрывается в том ракурсе, что подобный стереотип поведения, патологический паттерн поведения может закрепиться на всю последующую жизнь у всех участников буллинга. Мы далее поговорим о категориях участников. И ребенок может выбрать и освоить как агрессивный паттерн поведения и в дальнейшем использовать уже во взрослой жизни, так и поведение жертвы либо наблюдателя, что, в принципе, сильно затруднит его социальную адаптацию, его жизнестойкость, способность реализовывать какие-то свои устремления. О буллинге можно говорить только в том случае, если вы наблюдаете при взаимодействии детей следующие признаки. Во-первых, это неравенство сил агрессора и жертвы. То есть это не тот случай, когда двое мальчишек подрались, проверяя свои силы. До этого они дружили и разошлись, и снова начали вместе играть. Здесь именно отличается агрессор превосходством над жертвой.
Также о буллинге можно говорить тогда, когда агрессия имеет тенденцию повторяться по отношению к этому ребенку неоднократно со стороны одного и того же агрессора. И кроме того, о буллинге можно судить тогда, когда у жертвы идет иногда чрезмерная, некоторые специалисты называют даже неадекватная, сильная эмоциональная реакция, сильная потерянность. Ребенок не может найти какие-то копинги для защиты от нападающего. Ну и важно помнить, что обычно драка заканчивается, дети идут и взаимодействуют друг с другом дальше, при этом оба были вовлечены как эмоционально негативно в этот момент, так потом, в принципе, вместе достигают позитивного эмоционального состояния. В случае же буллинга он не завершается сам по себе, жертва длительное время находится в состоянии эмоциональной подавленности, агрессор, как правило, остается в состоянии спокойствия и, более того, получает удовлетворение от происходящего. Мы с вами, как взрослые, можем наблюдать как заметные признаки буллинга, и чаще всего именно со стороны буллера, агрессивного ребенка, то есть проявление физической агрессии, словесной агрессии. Но если мы будем внимательны, мы можем заметить, как родители, как педагоги, скрытые признаки. То есть это когда мы видим и постоянно одинокого ребенка с часто повторяющимся подавленным настроением, нежеланием ходить в школу, внезапным падением интереса к учебе и к взаимодействию с детьми в классе либо в школе. Традиционно выделяют 4 вида буллинга. Это словесный, понятно, да, вербальные оскорбления, насмешки, запугивания, сплетни. Это физический буллинг, то есть это уже нарушение физических границ другого ребенка, порча его личного имущества. Это буллинг социальный или психологический, то есть бойкот, оставление ребенка в изоляции, игнорирование ребенка, оскорбительные жесты. И сравнительно недавно с развитием технологий компьютерных появился такой вид буллинга, как кибербуллинг, с использованием средств интернета и гаджетов, СМС. Это распространение оскорбительного содержания видеообращений либо текстов. В связи с этим коротко скажу о специфике кибербуллинга, который обуславливается особенностями интернет-среды. Такой буллинг более опасный по сравнению с реальным буллингом тем, что, во-первых, он анонимен, то есть не всегда можно сразу же найти источник буллинга и буллера. Это наличие большой аудитории зрителей. А помним, что буллинг длительное время сохраняется в том числе там, где много зрителей. Кроме того, кибербуллером может стать любой ребенок. Для этого не обязательно, как для реального буллинга, иметь большой рост, сильные мышцы. И самая высокая напряженность от кибербуллинга связана с тем, что жертву можно достать в любом месте, в любое время, и он не останавливается в то время как, например, реальный буллинг завершается хотя бы тогда, когда ребенок возвращается домой и попадает в безопасную обстановку. Поэтому кибербуллинг, конечно же, наносит большой вред ребенку. Участниками цикла, скажем так, буллинга 3 категории участников. Во-первых, это агрессоры или в другой литературе преследователи, это жертвы и наблюдатели. Надо сказать, что страдают абсолютно все 3 категории участников буллинга. Поэтому, когда вы говорите, например, своему ребенку, либо же ученику о том, что ты просто не вмешивайся и все будет хорошо, на самом деле, дальше мы об этом поговорим, наблюдатели страдают в той же степени, как жертва и агрессоры. А как мы можем охарактеризовать агрессоров? Ну, во-первых, они не признают ответственности, чаще всего никакой вообще, в принципе, в жизни, но и в случае буллинга в том числе и обвиняют во всем жертву. Мы просто прикололись, он шуток не понимает. Он присваивает агрессивный и неуважительный способ поведения вообще, в принципе, по жизни, в других ситуациях и с другими людьми, не только с жертвой. Это драки, воровство, вандализм и так далее. Зачастую, почему важно родителям агрессоров в том числе не восхищаться тем, что ребенок
сильный, и он лидер, ну, а вот как бы то, что он обижает других, это просто побочка. Дело в том, что агрессоры также подвержены депрессии, потому что они в какой-то степени все равно становятся немножко изолированы от основной массы детей. С ними не хотят дружить, им просто подчиняются, и внутренне они это понимают. И их самооценка в этом плане страдает. То есть, да, они считают себя влиятельными, но внутренне они понимают, что это немножко не то влияние и не то качество взаимодействия с другими детьми. И, как правило, буллеры страдают снижением учебных успехов. Инициаторами, по мнению норвежского психолога Дэна Ольвиуса, чаще всего инициаторами травли могут стать активные дети, претендующие на роль лидера в классе. И мы уже для себя делаем отметку в голове, на кого мы обращаем внимание. И в качестве родителя, да, для профилактических бесед, и в качестве педагога. Агрессивные дети склонны к самоутверждению, не столько к бесконтрольному поведению, потому что, как правило, вот именно буллеров называют другим термином властолюбцы, то есть они достаточно хладнокровно ведут себя в ситуации буллинга. Это дети, стремящиеся любой ценой быть в центре внимания, дети, привыкшие относиться к окружающим с чувством превосходства, и зачастую такой взгляд на жизнь транслируем мы как родители, да, может быть, дома замечали, что категоризируем людей на группы: этот умный, этот глупый, этот богатый, этот бедный. Дети потом именно такую вот иерархичность переносят, в том числе на взаимодействие в классе. Это дети, не умеющие сочувствовать окружающим, ставить себя на место других, с низким уровнем эмпатии. Опять же, это тоже зачастую идет из семьи. И дети, не умеющие или не желающие идти на компромиссы, особенно в подростковом возрасте. Кто такие жертвы? Есть некоторые такие маркеры, да, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это дети, которые имеют сложности с физическим, психическим здоровьем, и в связи с этим у них возникают сложности в учебном процессе и в процессе адаптации к социуму и к классу в том числе. Это дети, склонные к самоповреждающему поведению или девиантному поведению. Да? Это тревожные дети, которые видят мир полным опасности, а себя не способным оказать влияние на происходящее вокруг них. Опять же, Дэн Олбиус выделяет два типа детей, которые могут быть жертвой. Это дети, которые не умеют скрыть слабости, физически слабые, неуверенные, эмоционально реагирующие, тревожные дети, предпочитающие общение взрослых, нежели общение со сверстниками. И второй тип – это дети, невольно сами провоцирующие негативное отношение к себе, либо слишком бурно воспринимающие провокации, тем самым вызывающие насмешки, либо неприятные в общении дети из-за определенных привычек, например, неряшливые дети, а в том числе выделять определенных детей из общей массы детей могут сами взрослые, либо учителя, либо родители, и допускать определенные нормы поведения в отношении него. Это может быть как, например, любимчик учителя, да, и все дети могут против него восстать, либо же даже внешне учитель может подавать признаки, что, например, ему этот ребенок не нравится, он стоит на нижней ступени иерархии в классе. Но важно помнить, что актуальная наука, виктимология, сегодня говорит о том, что даже одаренные, социально адаптированные дети, которые имеют нормальную оценку, хороших друзей, они могут стать жертвой буллинга. То есть говорить о том, что именно этот ребенок станет жертвой, сложно, но на маркеры есть смысл обращать внимание. И третья категория – это наблюдатели. Они играют очень большую роль в цикле буллинга. Во-первых, малейшее одобрение буллинга провоцирует агрессора продолжать эти действия и иногда даже служит мотивом такого поведения. С другой стороны, неодобрение травли со стороны наблюдателей, попытки защитить жертву имеют большое значение для ребенка с жертвой.
Сами наблюдатели тоже испытывают достаточно сильные сложные эмоции. Они боятся стать жертвой, они из-за этого могут присоединиться к агрессору, они могут ощущать стыд, вину, снижение эмпатии, то есть начинают формироваться определенные защитные реакции, которые потом переносятся на всю жизнь. Кроме того, у них достаточно высокий фон тревожности, напряжения, потому что они ощущают небезопасность среды и боятся потерять свой статус и тоже стать жертвой. Помним о том, что буллинг не возникает просто так, он возникает именно в той благоприятной среде, где есть, во-первых, высокий уровень тревоги у социальной группы, у класса. То есть участники не понимают своего места, роли, иерархии, они не знают правил взаимодействия в этой группе. И таким образом, таким жестоким способом добиваются своего рода определенного порядка. То есть так, как они умеют, так они его и создают. И в случае выделения взрослым в этой социальной группе отчетливых лидеров и, например, явно неуспешных детей, либо разделения по другим признакам. То есть формируется иерархия, которая порождает, собственно, какие-то явления самоутверждения среди детей. Кроме того, возможность травли повышается в таких переходных периодах, когда групповая динамика еще не сформировалась, либо она расшатывается в силу определенных причин. Это только первый год обучения, когда только формируется социальная группа. Это переход в среднюю школу, когда меняются условия обучения, появление новых учеников, нового классного руководителя, отсутствие контроля за поведением на переменах, когда дети остаются бесконтрольны. Это позиция безразличия в отношении насилия со стороны сверстников и взрослых. Роль взрослых поэтому очень значима в этом явлении. Если взрослый не реагирует на травлю, кроме того, что жертва страдает, а агрессор продолжает терроризировать, у свидетелей снижается способность к сочувствию. То есть в целом в коллективе растет пассивное большинство, готовое принимать насилие в свой адрес. Кроме того, буллинг в принципе отвлекает внимание от учебы. Дети не могут в силу сложившихся отношений решать учебные задачи совместно. И учитель, не пресекающий буллинг, сам чувствует свою беспомощность, напряжение, снижение мотивации, что ведет к профессиональному выгоранию. Поэтому ситуация травли не является нормой, с ней необходимо работать и по возможности прекращать и предупреждать. Это очень сложное явление. Сказать, что есть опыт полностью его искоренения или есть прямо четкие технологии взять и работать, нет, учитывая, что каждая школа – это особый организм. Но есть некоторые моменты, которые можно взять на заметку. Во-первых, вокруг этого явления есть такие мифы, как то, что первый миф – буллинг, как любая другая форма нарушения дисциплины, возможно только в классе у слабого учителя. Это далеко не так, в том числе у хорошего учителя возможны факты буллинга. И здесь важно учителю не замыкаться в себе и не скрывать даже самые маленькие факты наличия буллинга в классе. Обязательно нужно делиться этим с коллегами, и при рассмотрении такой ситуации ни в коем случае не оценивать личность учителя, потому что буллинг – это многосистемное явление. Миф второй. Насилия не так уж много, в нашей школе его нет. Примерно 16-17% девочек и мальчиков во всех странах, вне зависимости от типа школы, там элитная или это бюджетная школа, становятся жертвами буллинга, и 7-12% соответственно сами являются инициаторами травли. И в средней и старшей школе это явление не гасится. Около 50% с различной частотой детей становятся жертвами буллинга. Следующий миф – это то, что вызывать тревогу должны только факты физического насилия. По исследованию психологов, психиатров, именно психологический буллинг является наиболее частой причиной суицида, в частности бойкот. Поэтому тогда, когда обращать необходимо на это явление внимание, в том числе и когда есть только психологические проявления буллинга. Заниматься проблемами детей-агрессоров достаточно только работая с их родителями. Важно помнить, что вообще, в принципе, те явления, о которых мы сегодня с вами говорим, и
аддиктивное поведение. И буллинг, он всегда возникает у тех детей, которые до 1 года, ну и далее, конечно же, испытывали на себе проявление нарушения привязанности родителей. То есть основным, конечно же, фактором профилактики любого негативного поведения ребенка это наличие крепкой, здоровой привязанности со стороны родителя. Зачастую у детей-буллеров нет хорошего контакта конструктивного с родителями, зачастую сами родители используют такой способ поведения, либо они не могут противостоять ребенку. Поэтому у школы должна быть четкая позиция того, какие есть правила поведения в семье, они не переносятся на школу. И следующий миф: учитель должен уметь справляться с фактами насилия в своем классе самостоятельно. Ни один взрослый не может справиться в одиночку сам. Более того, нарастающее чувство бессилия травмирует самого учителя, поэтому обязательно должно быть объединение в школе, либо в виде комитета, либо в виде совета какого-то педагогов, именно антибуллингового. И обязательно должна быть сформирована определенная организационная культура школы, которая будет помогать конфронтировать учителям с буллерами. То есть на сегодня в Российской Федерации принят такой тезис, что буллинг можно уменьшить только работая системно и вместе на всех уровнях школы. Ну и последнее, что с фактами насилия можно справиться разовыми краткосрочными мерами, либо лекцией, либо родительским собранием. Это не так. Единичные акции не дают результата. Более того, ошибочно считать, что это можно передать только психологу. В группу объединять буллеров вообще нет смысла, потому что это не поведение спонтанное, это поведение не эмоциональное, это достаточно такое жесткое, циничное поведение, и более того, объединение буллеров может привести к эскалации, наоборот, травли. Поэтому феномен буллинга является вызовом для школы, когда нужно объединяться для работы с этим явлением. Преодоление буллинга, соответственно, раз оно возникает в системе, оно требует работы с этой системой. И в Российской Федерации, то есть это я говорю не о себе, не от себя, источники, где можно будет подробно прочитать, в презентации приложены. Основными способами остаются знакомые нам с вами способы. Это индивидуальная работа с участниками ситуации, как с жертвой-агрессором, наблюдателями, так и с родителями, да, этих детей. Это работа с сообществом класса, и это формирование организационной культуры. Ну и в целом общий план преодоления буллинга предполагает, во-первых, признание наличия проблемы в школе, либо в классе, да, это принятие ответственности школы. То есть в данном случае очень важно взятие ответственности педагогов на себя в какой-то мере, не только перевод ответственности на родителей. Это разработка стратегии. Важно продумать и начать что-то делать, и делать это определенный период времени. Да, и результат в любом случае будет. Ну, у страха глаза велики, а когда начинаешь есть слона по кусочку, глядишь, он и съедается. Обязательно соблюдение прозрачности – это важный фактор. То есть в школе должны быть понятные правила взаимодействия с буллерами, как для всех педагогов школы, всех сотрудников школы, начиная от вахтеров, потому что зачастую буллеры на глазах у младшего персонала школы действуют открыто, потому что у взрослых также есть иерархия, которую видят дети, и это провоцирует в том числе буллерство. Обязательно нужно ставить какие-то цели, достигать результат, ну и транслировать эти нюансы в свою деятельность. Индивидуальная работа с ребенком, который подпадает под буллинг. О чем можно поговорить с этим, с чем нужно работать с этим ребенком? Во-первых, дети должны уметь и быть готовы рассказать о случае буллинга взрослым, родителям, классному руководителю. И это лицо должно быть четко обозначено, и вся школа должна знать это лицо. То есть не ребенок должен думать, а к кому же мне пойти. Да? Это должен быть уверенный, обученный, позитивный человек, который готов оставить
время на этого ребенка и быть с ним в тот момент, когда он к нему обратится. Нужно учить такого ребенка вести себя уверенно и быть настойчивым хотя бы внешне. Это очень важно. Раньше в детской субкультуре были такие вот отговорки стихотворные. Сейчас детская субкультура очень обедняется, и у детей вот этот вот навык давать отпор моментально, быстро отсутствует. Учить такому. Обязательно помогать искать друзей среди сверстников и одноклассников. Если ребенку не удается это сделать самому, значит, классный руководитель, родители, если будет хотя бы один друг, уже хорошо, шанс выживаемости в социальной группе повышен. Избегать ситуаций, в которых возможен буллинг. С ребенком проговаривать, куда я не хожу, в каком качестве я не хожу, это обязательно, да, потому что есть такой механизм вытеснения, дети вытесняют, забывают, снова идут и наступают там на те же самые грабли. Заниматься методично и последовательно обязательно восстановлением самооценки и восстановлением вот своего статуса, ухода от статуса жертвы. Помним, для чего это важно, потому что в прошлом ребенок жертва может стать в будущем взрослым агрессором. Не надеяться, учить не надеяться отомстить с помощью еще большей жестокости, ну и в ракурсе происходящих событий не браться за оружие. В случае работы с предполагаемыми зрителями, да, наблюдателями, таких детей учим быть готовыми, отклонять предложение, участвовать в травле. Опять же, об этом должна знать вся школа. Это должны быть общие правила школы. Уметь разрядить обстановку, когда она накаляется. Уметь громко кричать, искать поддержки. Мы детей учим с детства не кричать, и на самом деле крик и поиск поддержки для них достаточно сложный навык. Немедленно приводить кого-то из взрослых, кому доверяют. Опять же, это должен быть конкретный взрослый. Ребенок не должен по всей школе бегать и искать, кого же позвать. И подбадривать и поддерживать жертв тоже учим этому детей. Чтобы это была вот такая вот круговая поддержка. Каждый принимает именно такие правила нормальными для своего поведения. У склонных к буллерству учим таких детей уметь быть готовыми принимать критику и корректировать свое поведение. Помним, что даже отъявленные буллеры теряют интерес к насилию, если находят в школе осмысленное, ценное для себя дело, в котором проявляется их потенциал, и что важно для таких детей, переживается чувство успеха. Учим их быть в санкциях. Но в санкциях, скажем так, таких, которые чему-то учат, а учат нас только естественные последствия. Да? То есть сломал стул, берешь молоток, чинишь его, а не лишаешься, например, гаджета. Да? То есть связки никакой прямой нет, соответственно, санкция воспринимается как унижение, а не как воспитательный механизм. Чем лучше чувствует себя ребенок в общеобразовательном учреждении, тем меньше у него потребности прибегать к факту насилия. И помним, что именно взрослый несет ответственность за то, что происходит с ребенком в школе, а не ребенок. Обязательно работаем с группой, то есть в классе мы называем такое явление, что есть буллинг, с чем его едят, что он из себя представляет. Принимаем ответственность за то, что мы являемся участниками цикла этого буллинга, у каждого своя ответственность. Даем однозначную оценку этому явлению, не замалчиваем, да? То есть помним, что буллинг развивается там, где есть сокрытие любой информации. Обозначаем травлю как проблему группы и далее работаем с классом. Про методики скажу немножко вот здесь, вот я их назову, они прописаны, источник я тоже скажу четко, то есть дневник буллинга – это жертва ведет, этот дневник, да, помним о том, что жертва не всегда может словесно сказать, даже если мы этому учим о факте насилия над собой. И вот есть такой механизм, как дневник буллинга, который отдается допустим, условно, это в вашей школе будет называться антибуллинговый комитет. Одно дело, когда ребенок просто пожаловался, один-два раза у вас 1000 детей, вы про это забыли, либо глаз замылился. И другое дело, когда вы видите дневник, в котором записаны в определенной структуре факты насилия. Это формирование команды связей, помощников, да, из числа детей, в
работе со случаем буллинга. Это совет отцов, это методика без обвинения, это метод правил школы, когда сразу же, приходя в школу с 1 класса, родители и ребенок знакомятся, в том числе с антибуллинговыми правилами. Все эти методы очень подробно расписаны, особенно интересна методика без обвинения. Здесь прописан разговор непосредственно с жертвой, непосредственно с буллером и с наблюдателями, прямо как выстраивать интервью-диалог уже при отработке свершившегося факта буллинга, да, то есть, протекающего актуально этого явления. Ну и помним про то, что очень важно и самый основной профилактирующий нюанс – это формирование определенной позитивной организационной культуры в школе. Тогда, когда ребенок понимает, что я могу быть в этой школе, в принципе, я имею право не находиться, здесь безопасно, я чувствую защищенность, здесь хорошие отношения, мне нравится, мне интересно, меня замечают, ценят, я вижу перспективу вообще, зачем я здесь нахожусь, факты буллинга снижаются. Работаем в целом с психолого-педагогическим процессом, то есть это повышение эффективности классного руководителя, тренинги командообразования, социальных навыков в классе и включенность родительского сообщества в жизнь школы. Здесь можно привлекать родителей вообще. Во-первых, у родителей также нужно формировать понимание этого явления четко, откуда оно берется, как складывается, что его поддерживает. Это выстраивание четкой процедуры заявления о случаях буллинга, чтобы все знали об этом и понимали, что, куда идти, что писать. Это работа с родителями жертв буллеров и наблюдателей. И обязательно просить родителей присоединиться к работе антибуллингового комитета. Ну и из таких интересных практик, которые уже внедряются в разных школах, во-первых, это создание буллинговой карты школы. На плане школы отмечают места, именно вот коллектив школьный, где вероятны проявления факторов травли. Наблюдают за этими местами, как правило, появляются определенные решения. Когда есть информация, есть решение. Обязательно применение диагностических методик для оценки школьной обстановки. Один из таких вы можете посмотреть, это опросник СМОБ Каспера. Можно формировать дежурство, не можно, а это используется все-таки в школах, где есть буллинг. Дежурство во время перемен в зонах риска и в том числе используется видеорегистрация этих мест. В школе создается антибуллинговый комитет, который формирует схемы действий всех участников, да, и он является точкой входа для всех случаев буллинга. Ну и, естественно, проводятся учебные тренинги со всеми взрослыми, работающими в образовательных учреждениях, и не по типу «умей сказать нет», да, а вот по типу как тренинги по гражданской обороне, когда каждый четко знает свое место и действия в случае буллинга. Ну и важно помнить, что все эти мероприятия, все эти ценности останутся бесполезными, если они не будут закреплены в управленческих конкретных решениях и правилах школы. Ну, это коротко о буллинге. Вот источники, о которых я говорила, жирным выделена сплоченность неравнодушных против травли школы Кривцовой Светланы Васильевны. Вот здесь вот очень подробно все описано. Здесь описаны все те методики работы с жертвами, с агрессорами, и, в принципе, опыт школ описаны, какие применялись нюансы. Вы можете это основной источник прочитать. Ну, Алексеева Ирина Алексеевна – это человек, который вообще, в принципе, работает, да, с детьми. В любом случае, все источники интересны, но практически нюансы именно в этом источнике. У нас времени мало, мы переходим с вами к следующему моменту, то есть к аддиктивному поведению, да. Коротко пройдемся. Темы, конечно же, объемные, нюансов много, но такие моменты, которые будут интересны родителям и педагогам. То есть статистика утверждает о том, что если несовершеннолетний воздерживается от использования психоактивных веществ с 10 до 21 года, шанс стать зависимым равняется нулю. Да? То есть именно понятно, что профилактируем с рождения, но острый рисковый период, именно этот период. Что же такое аддикция? Это зависимость, пагубная привычка привыкания, ощущаемая человеком навязчивая потребность в определенной деятельности, либо в приеме химических каких-то препаратов, да, лекарства, наркомания, табакокурение, курение курительных смесей,
Или же психологическая аддикция, и здесь тоже большое количество зависимостей, это и виртуальная зависимость, и игромания, и шопоголизм, и психогенное переедание, и работоголизм, да, и ургентная зависимость от постоянное ощущение нехватка времени, много всего, можем в том числе и в себе это найти. Кто же такой аддикт? Основной мотив аддикта – это изменение неудовлетворяющего его психического состояния. Он всегда находится в состоянии неудовлетворенности того, что с ним происходит. Жизнь воспринимается как серая, скучная, монотонное и апатичное миросуществование. Он не может на чем-то надолго зафиксировать свое внимание, увлечься и вообще испытать какую-то выраженную эмоциональную реакцию. Поэтому он стремится к каким-то определенным видам деятельности, которые изменят психическое состояние. Кроме того, ему очень сложно заниматься привычной нам с вами деятельностью. То есть быть в режиме, утром встал, пошел на работу, отработал, вернулся, дом, семья, для него это непереносимое, скучное состояние. Точно так же, как для него непереносимы нормы, традиции, правила как в семье, так и в обществе. У индивида, естественно, с аддиктивным поведением снижена активность в обыденной жизни, но зато активность, носящая избирательный характер по поиску вот этого чувства удовлетворения, может быть очень целенаправленной. Ну, то есть человек, который хочет принять, допустим, алкоголь, достаточно активен в этом движении. И вот такие кризисные ситуации с риском, с непредсказуемостью являются той почвой, где они испытывают хоть какую-то эмоцию, удовольствие, ну и самоутверждение. Поэтому аддикции просто так не лечатся, это очень сложные процессы, потому как затрагивают глубинные внутренние нюансы. Выделяют 6 видов голода Эрик Бёрн. Это голод по сенсорной стимуляции, голод по признанию, голод по контакту, физическому поглаживанию, сексуальный голод, структурный голод, голод по инцидентам. И вот в рамках аддиктивного поведения этот определенный вид голода обостряется. То есть аддикт пытается достичь повышенного, например, уровня сенсорной стимуляции и, допустим, принимает наркотик, ему важно какое-то яркое изображение, какое-то сильное вкусовое ощущение или признание неординарности своего поступка, например, экстремальные спортивные аддикции, да, те же прыжки с опасных высот. И аддиктивная форма, да, это одна из форм девиантного поведения, и способы избавления вот от этого психического дискомфорта, они социально дезадаптированы, неконтролируемы самим человеком и постоянно требуют повторить этот способ достижения оптимального психического состояния для аддикта. По данным исследований, под воздействием аддикции вот чаще всего оказываются несовершеннолетние от 11 до 17 лет. Ну, вот самая такая выделяемая группа риска. Ну и немножечко про поведенческие или психологические аддикции. Почему именно они опасны? Потому что в такую группу риска начинают входить не только неблагополучные учащиеся, да, но и вполне благополучные дети и даже одаренные дети. И результат комплексных психодиагностик показывает о том, что количество детей с высоким уровнем тревожности, с нарушенными семейными взаимосвязями, с дефицитом коммуникаций, с неумением адекватно переживать неудачу и так далее, такое количество детей увеличивается, а соответственно и потенциально увеличивается количество тех, кто, вероятно, может стать аддиктом. В чем еще опасность? Родители не всегда владеют в достаточной мере информацией о таких вот зависимостях. То есть про наркоманию, про табакокурение всем все известно, а вот про такие аддикции, там, как аддикция избегания, шопоголизм, тяга к трате денег, аддикция спортивных упражнений, аддикции духовных поисков, да, родители о таких нюансах не знают, и дети иногда теряются там, в тех же самых сектах. Да, но про секты мы более-менее знаем. Родители недооценивают риски бесконтрольного пользования гаджетами, да, в условиях растущей популярности все-таки таких профессий, как инженеры информатики, да, инженер-информатик,
Родители упускают такой нюанс, что медиатексты сейчас, те, которые есть в информационном интернет-пространстве, утратили свою воспитательную функцию и несут чаще всего информацию по потребительским призывам, и какие-то моменты ненавистничества, да, то есть и влияют на неокрепшую психику детей, на их мировоззрение формирующееся. Ну и кроме того, важно помнить, что одна дикция тянет всегда за собой другую. И они достаточно сложны в лечении, в коррекции, поэтому, конечно же, желательно профилактировать. Причин множество. Основная, конечно же, это нарушение внутрисемейных отношений, да, тогда, когда нарушена базовая потребность и у ребенка нет ощущения, что я кому-то нужен. Вот это умение испытывать позитивные эмоции, оно формируется вот с первых минут жизни, от вот этого момента, что меня любят, я есть, я нужен, и, в принципе, мне ничего для этого делать не нужно. Ну, и не исключаем такие факты, как простое любопытство, следование правилам взаимоотношений в группе, поиск легких форм общения. Сейчас дети во всем ищут именно легкие формы достижения чего бы то ни было. Результата, общения, удовольствия. Это снижение чувства ответственности, уход от неприятных эмоций, ну и сопротивление в какой-то степени требованиям окружающих. Профилактические подходы. Здесь ничего нового не смогу вам сказать, потому что они всем известны, я думаю, но немножечко такой повтор, да, и, может быть, более обновленный момент. Есть несколько подходов, это юридически мы его используем, основан на страхе физического наказания, да, за совершение аддикции. Помним про то, что страх занимает в сознании человека всего лишь 15%. То есть использовать только этот подход при разговоре, при беседе, при формировании профилактических мероприятий недостаточно. Обязательно присоединяем интеллектуальный подход, ну или по-другому метод убеждения, то есть влияние на поведение человека на основе разумных факторов. Помним, что лекционный материал также усваивается только лишь на 15%. Присоединяем эмоциональный подход, это наши с вами пугашки, да, про страшные последствия аддикции, но помним, что и здесь срабатывают определенные защиты, засмеивание, со мной это не случится и так далее. Ну и самый важный – это поведенческий подход или навыковый, да, учим отказываться, учим здоровью, ну и, собственно, ценностный подход. Зачем мне жизнь без наркотиков, без каких-либо видов аддикции? Да? Ну, это вот так коротко о профилактических подходах. Я так понимаю, у нас по времени. Да, у нас осталось очень мало времени. И тут есть вопрос. Признаки того, что ребенок стал жертвой, о чем важно поговорить с ребенком жертвой? Ну, видимо, это вопрос от родителей. Здесь важно, немножко мы об этом поговорили, да, видеть вот эти вот маркеры, отличающие обычные драки, соревнования детей друг с другом, да, но необходимо видеть повторяющиеся преследования одним и тем же ребенком, вашего ребенка, да, то есть словесно ребенок проговаривает о том, что один и тот же ребенок на него нападает. Ребенок ваш сообщает вам о том, что ему сложно противостоять этому агрессору, он не знает, как это делать, ему это сложно делать. И такие вот невидимые нюансы, это как резкое снижение настроения, да, у ребенка длительно сохраняющиеся, какие-то психосоматические проявления, то есть снижение аппетита, нарушение сна, а может быть появляются какие-то самоповреждающие нюансы, и ребенок отказывается идти в школу. О чем обязательно нужно поговорить с ребенком жертвой. Помним о правиле, что мы всегда отдаем ответственность за происходящее агрессору. То есть не ты, не такой, и это с тобой случилось, да, потому что ты какой-то вот не такой, и что-то в тебе не так. Отдаем, есть даже такая вот техника работы с жертвами, как отдать вот этот вот плохой подарок, который тебе дали, тому, кто его дал, и не принимать этот подарок, да, условно говоря. Обязательно проговорить о способах, как ребенок может себя защитить. И поэтому важно, чтобы в школе были вот работающие механизмы, когда не просто родитель с ребенком борется в одиночку с этим явлением, да, а все-таки есть поддержка в школе.
Спасибо большое, Елена Васильевна. Наша работа, наша информационная сессия подходит к завершению. Спасибо большое, Елене Васильевне, за столь актуальный, интересный, грамотный материал. Спасибо вам, участники, за ваши вопросы, за вашу активность. Мы надеемся, что полученные знания пригодятся вам, да, в вашей практической работе по организации, выстраиванию превентивных мер в отношении негативных форм девиантного поведения. Всего вам доброго, до свидания.